Конечно, ежегодно 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией. Управление при главе республики Саха-Якутия по профилактике коррупционных и иных правонарушений организует целую серию мероприятий, посвященных Дню борьбы с коррупцией. Более подробно об этом мы сегодня говорим с нашими гостями. Рады представить вам первого заместителя руководителя управления при главе республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Это Туяра Алексеевна Савина и советник ректора Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Геннадий Петрович Золотарев. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Международный день борьбы с коррупцией объявлен ООН с 2003 года. Вот какова история его в нашей стране? Ну да, как вы сказали, Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 2003 года. Значит, была открыта для подписания конвенция ООН против коррупции. Россия в числе первых, значит, подписала эту конвенцию, которая была принята в силу в декабре 2005 года. Значит, в настоящее время ее участниками являются 180 государств. Россия ратифицировала конвенцию в марте 2006 года. Ну, значит, данный документ обязывает, значит, государства, члены, проводить политику противодействия коррупции, значит, учреждать специальные организации для борьбы вот с этими проявлениями. Коррупции могут и должны противостоять государства, бизнес, СМИ, международные иностранные организации. Ну и, конечно же, население. Да, ну и важно понимать, что это дело всего общества и каждого из нас. Конечно же. Но нам известно, что ряд мероприятий проходит в эти дни, и в этот день, и не только, да, в этот день. Мы знаем, что мероприятия уже начались с 29 ноября, да? Даже раньше. Что населению... Ну, тут, знаете, важно что отметить, да, что управлением в этот день обычно, ну, мероприятия проводятся, ну, как правило, ну, мероприятия направлены на антикоррупционное образование, пропаганду. И вот до 2018 года, надо сказать, что в основном целевой аудитории, да, приходились государственные, гражданские, муниципальные служащие, работники, значит, подведомственных учреждений, организаций, министерствам, ведомствам. То в 2018 году, вот с этого года, у нас как-то формат изменился, и, значит, и это направлено у нас, антикоррупционное образование направлено уже на население республики. И как вы сказали, да, действительно, у нас мероприятия начались уже с ноября месяца. 6 ноября у нас был объявлен республиканский конкурс рисунков, плакатов, открыток на тему «Борьба с коррупцией. Дело каждого». Хочу отметить, что, значит, этот конкурс у нас еще не завершился. Есть еще 2 дня, поэтому желающие могут поучаствовать в этом конкурсе. Дети, да? Да. Ну а 29-30 традиционно у нас, ну, как бы традиционно, да, у нас, но хотя это были у нас совместно с Высшей школой инновационного менеджмента проведены экспериментальные курсы повышения квалификации для муниципальных служащих, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений. Вчера буквально прошло у нас бесплатное тестирование для населения на, значит, знание антикоррупционного законодательства. Вот. И самое главное, вот 6 завтра, какие у нас ждут мероприятия. Вот на площадке исторического парка «Россия. Моя история». У нас буквально с утра будут проводиться такие мероприятия, значит, со школьниками города Якутска в форме брейн-ринга, ролевой интеллектуальной игры. Кроме того, у нас ожидает виртуальная выставка, уникальная, подготовленная Национальной библиотекой республики о Международном дне борьбы с коррупцией. Кроме того, Национальной библиотекой совместно с нашим управлением подготовлен кейс материалов
по противодействию коррупции, и, значит, они доведены до всех сельских библиотек, поэтому для проведения внеклассных правовых часов, поэтому учителя могут обращаться вот за этими материалами в сельские библиотеки. Еще хочется отметить, что, значит, вот эта вот презентация виртуальной выставки буквально будут охвачены более 80% городов, поселений, сел республики. А какие еще мероприятия ожидаются и что населению конкретно ждать? Ну, я так думаю, что Геннадий Петрович добавит. Геннадий Петрович, на территории именно Северо-Восточного федерального университета будут какие-то мероприятия конкретно для студентов или также для желающих? Ну, во-первых, я скажу насчет того, что вот у нас уже традиционно с 2014 года во взаимодействии совместно с управлением противодействия коррупции. В 2014 году это был еще отдел. Сейчас, видите, уже департамент, сейчас уже управление, достаточно сильная и действенная структура. Мы с ними тесно взаимодействуем, проводим различные совместные мероприятия. С одной стороны, мы всегда их приглашаем на свои семинары, лекции, круглые столы, курсы повышения квалификации, даже до того, что приглашаем на заседание комиссии. У нас есть комиссия по противодействию коррупции, председателем которой я являюсь, да? И вот взаимодействие идет даже на таком рабочем уровне. Поэтому, когда, так сказать, они к нам обращаются, естественно, мы всегда поддерживаем их мероприятия. То мероприятие, которое, как Виктория Алексеевна сказала, будет на базе парка «Россия. Моя история», да? Доля нашего участия прежде всего в том, что наш доцент исторического факультета Николаев Александр Петрович специально разработал, подготовил лекцию, которая будет носить исторический характер по, так сказать, рождению или появлению коррупции на территории России и, естественно, противодействие с этим злом. Как мы говорим, что это действительно, это социальное зло, это социальная болезнь, которую нужно лечить не только с помощью правоохранительных органов, но и сообща всем обществом. Когда пройдет эта лекция? Лекция это будет 6 числа в 15:00. Сразу скажу, что желающих очень много, зал маленький, но параллельно мы делаем на основе этой лекции демонстрацию по залам. Вот. Кроме этого, значит, будет еще ряд мероприятий. На которые мы всех приглашаем.